Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые слушатели сегодняшнего прямого эфира. Меня зовут Рубина Альбина Владимировна, я заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас пройдет прямой эфир на тему оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Сегодня я расскажу вам, что такое социальный контракт, на что можно его заключить, какие его размеры, какие направления, да, и, конечно, вообще на что можно, да, расходовать данные средства. Ну, во-первых, социальный контракт – это прежде всего соглашение, да, соглашение между гражданином, получателем социального контракта, и Управлением социальной защиты населения по месту жительства. По данному соглашению Управление социальной защиты обязуется, да, предоставить данную выплату на основании социального контракта, и гражданин должен выполнить определенные обязательства в зависимости от того направления, на которое, значит, гражданин предоставил свое заявление, да, какую помощь на какое направление данную помощь он планирует направить. Соответственно, конечно, социальный контракт, он предоставляется, так как это адресная, да, адресная помощь, предоставляется малоимущим гражданам, то есть чей доход семьи, либо одиноко проживающего гражданина, да, не превышает величину прожиточного минимума, установленного на текущий год в Республике Саха-Якутия. Так, по, значит, каким направлениям, да, предоставляется социальный контракт? Социальный контракт, он с 2021 года предоставляется по 4 основным направлениям. То есть это поиск работы, это ведение личного подсобного хозяйства и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также 4-м мероприятием являются иные мероприятия на преодоление трудной жизненной ситуации. Размеры, получается, по оказанию социальной помощи на основании социального контракта, конечно, по направлениям варьируются. То есть, допустим, по поиску работы, это у нас новое направление, да, как я уже сказала, оно реализуется в этом году, в 2022 году, уже второй год. Значит, по данному направлению сначала, да, предоставляется размер величины прожиточного минимума на трудоспособное население, далее при уже заключении социального контракта, далее возможно обучение. Обучение производится у нас до 3 месяцев и предоставляется, значит, компенсация данного обучения. Стоимость его не должна превышать 30 тысяч рублей. Но по опыту, по итогам 2021 года мы видим, что данная стоимость, данный размер, она вполне достаточно для того, чтобы пройти обучение или переобучение. Далее по этому направлению, по поиску работы, можно пройти также стажировку у работодателя. Это очень хорошее мероприятие в рамках направления поиска работы, так как, значит, является компенсацией работодателю заработной платы работника во время прохождения его стажировки. Ну, то есть, по сути, это производственная практика, скажем так, да, и, значит, стажировка, она тоже до 3 месяцев может быть, компенсируется в размере минимального размера оплаты труда на территории Республики Саха-Якутия с учетом районных коэффициентов, северных надбавок, а также страховых взносов. И уже по трудоустройству после заключения трудового договора может также, значит, гражданин получать до 3 месяцев выплату уже в размере величины прожиточного минимума, еще 3 месяца. Значит, такое направление у нас достаточно популярное, да, мы работаем совместно, как Управление социальной защиты на местах, так и Центры занятости населения. В прошлом году на данном мероприятии социальные контракты были заключены 381 гражданином. Да. Вообще, если в целом говорить по заключению социальных контрактов, получается у нас в 2021 году более 5000 граждан получили социальный контракт, и, соответственно,
уже финансируется у нас, получается, с 2021 года как из федерального, так и регионального бюджета. В прошлом году было направлено более 500 миллионов рублей. И в 2022 году размеры, объемы также увеличились. Да. В этом году будет направлено более 616 миллионов рублей. Также планируем охватить более 5000 граждан. Да. И, соответственно, есть определенные изменения по направлениям. Я сейчас по порядку расскажу. Значит, по поиску работы мы достаточно подробно уже с вами остановились. По осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Размер выплаты, да, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности до 250 тысяч рублей. Данный социальный контракт, значит, действует, да, в течение 1 года. По истечению года, значит, еще проводится управлением социальной защиты мониторинг еще в течение 1 года, да, ежемесячный мониторинг, то есть как ведется предпринимательская деятельность, какая еще помощь нужна будет, да, то есть какие мероприятия необходимо еще будет дополнительно предусмотреть, да, то есть обеспечивается полное сопровождение. На индивидуальную предпринимательскую деятельность, значит, также можно еще, кроме того, да, кроме данной выплаты 250 тысяч рублей, еще можно пройти обучение, переобучение тоже до 30 тысяч рублей, да, должна стоимость составлять. По ведению личного подсобного хозяйства. В прошлом году, в 2021 году, данный размер составлял до 100 тысяч рублей. Тоже, значит, социальный контракт заключается на год, ну и таким же образом мониторится, да, в дальнейшем. По личному подсобному хозяйству в 2022 году в соответствии с посланием главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева в целях поддержки, да, сельского населения размер будет увеличен в 2 раза. В ближайшее время будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, и, соответственно, данная выплата по ведению личного подсобного хозяйства будет составлять 200 тысяч рублей. И также есть соцконтракт на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. Здесь тоже размеры варьируются, да, то есть его можно заключить до 3 месяцев, если одиноко проживающий гражданин, до 6 месяцев, если это семья с детьми несовершеннолетними в составе семьи, да, и, соответственно, зависит от срока и от величины прожиточного минимума, да. Получается, в среднем в 2021 году, к примеру, да, средний размер по иным мероприятиям составил 55 тысяч рублей. Так, ну, в основном получается, если, например, смотреть виды по индивидуальной предпринимательской деятельности, да, значит, в основном это оформляются на услуги, да, услуги населению, социально-бытовые услуги, например, да, открывают кафе, пекарни, хлебобулочные изделия, да, производство, мини-цеха, мастерские, автомастерские, ну, то есть в основном услуги населению. И, соответственно, имеется мультипликативный эффект, то есть при оформлении, да, социального контракта, при, значит, ведении индивидуальной предпринимательской деятельности также создаются рабочие места, соответственно, и для других граждан, да, села. Получается, что, например, есть у нас, да, положительный опыт успешный, которым мы также транслируем в своих социальных пабликах, в нашем инстаграме, да, опыт получается в районах, да, на местах, где создаются свой, да, бизнес создается получателями социального контракта, и до 15 рабочих мест создается для своих, получается, земляков, да, в своем селе, что тоже очень важно для дальнейшего развития, получается, как села родного, так и района, и республики в целом. Таким вот образом, думаю, вкратце все. Давайте тогда посмотрим, какие вопросы у нас поступили. Я вижу, что они поступили.
Объясните подробно, где и с кем заключают социальный контракт. Где и с кем заключают социальный контракт. Так, ну, я уже в начале, да, этого своего выступления рассказывала, да, что необходимо обратиться либо в Управление социальной защиты населения по месту жительства, а также можно обратиться в администрацию, да, своего наслега, либо если вы проживаете в городе, то округа, городского округа, и получается необходимо, значит, подать свое заявление на социальный контракт, на что вы хотите получить этот социальный контракт, да, и, соответственно, будет уже рассмотрено ваше заявление на комиссии, которые созданы у нас по всей республике, во всех районах муниципальных, и комиссию возглавляет, как правило, глава района, либо заместитель главы по социальным вопросам. Да. В комиссию входят представители Управления социальной защиты населения, центров занятости населения, предпринимателей и Управления сельского хозяйства. Налоговая, да, часто входит уже в эту комиссию, представители налоговой, и, соответственно, рассматривается по мере поступления заявлений, значит, заявление, поступившее на социальный контракт, да, то есть по критериям рассматривается, и, соответственно, если в случае, да, всем критериям вы подходите, то, соответственно, заключается социальный контракт. И очень, кстати, важный момент, хочу отметить, да, обратить ваше внимание, что обязательно заключается, ну это уже если решение положительное, да, принято решение о том, что вам предоставляется социальный контракт, то составляется программа социальной адаптации. Да. В программе социальной адаптации включаются все мероприятия, необходимые для того, чтобы, значит, которые должны отвечать, да, цели вообще предоставления социального контракта, получения социального контракта. И, например, это должны быть также те мероприятия по приобретению, да, основных средств, к примеру, да. Может также содержаться обучение, психологическая помощь, да, консультации правовые, там, допустим, по финансовой грамотности и так дальше. Да. И, соответственно, эти мероприятия потом в дальнейшем должны будут обязательно исполняться получателем социального контракта. Программа социальной адаптации будет, конечно же, мониториться, да, Управлением социальной защиты, и, соответственно, она должна привести в итоге, да, к той цели, которую мы преследуем, то есть к повышению дохода, да, либо получению постоянного дохода, постоянной занятости гражданина и в дальнейшем, да, выхода из категории малоимущих граждан. Так, дальше. Так, минуточку. Вы проводите личный прием, хочу проконсультироваться с вами. Так, ну у меня вот есть личный Инстаграм, да, Альбина Трубина, _, Минтруд. Если есть какие-то конкретные вопросы, да, которые вы не хотите здесь писать, то, соответственно, можете обратиться в директ. Сейчас, конечно, в период пандемии, да, именно такие очные, скажем так, да, приемы пока приостановлены, но тем не менее мы можем с вами, я думаю, дистанционно, да, с вами обсудить, если это требуется. Получается, прошу вас, обратитесь, напишите, да, свой вопрос в директ. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. А на что конкретно можно получить социальный контракт? На что социальный контракт? Ну, получается, в зависимости, опять же, от направления. Да? То есть, если поиск работы, то целью должно быть трудоустройство. Соответственно, центры занятости, Управление социальной защиты прорабатывают с вами, да, то есть где, какая работа вам больше подходит, наличие рабочих мест, получается, вакантных, да. Соответственно, если вам требуется обучение для того, чтобы в дальнейшем трудоустроиться, составляется, опять же, программа социальной адаптации, что нужно предпринять для того, чтобы трудоустроиться на это рабочее место.
И, соответственно, все эти мероприятия проводятся с вами. Да? По поиску работы, я думаю, что все понятно. По личному подсобному хозяйству, да, ну, конечно же, прежде всего это должно быть все-таки именно направленность сельскохозяйственная, да, то есть здесь вы можете, допустим, разводить скороспелые виды животных, да, заниматься растениеводством, например, да, возможно, у вас там тепличное хозяйство, да, то есть такого плана направления они могут быть в рамках личного подсобного хозяйства. Может быть, у вас уже есть личное подсобное хозяйство, и вы его хотите развить, да, может быть, содержите крупный рогатый скот, соответственно, эти мероприятия все могут быть предусмотрены при ведении личного подсобного хозяйства, составлении программы социальной адаптации. Единственный момент, вот, допустим, по ЛПХ, да, здесь, конечно, даже если оно у вас уже было, например, да, личное ваше подсобное хозяйство, есть требование в течение социального контракта, в течение реализации, да, это я уже говорила, 1 год, необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого. Если это индивидуальная предпринимательская деятельность, то таких прям требований по виду деятельности, по виду экономической деятельности, например, таких требований нет. Да? То есть, в принципе, вы можете широкий спектр, да, получается, использования данной выплаты. То есть вы можете и услуги оказывать, социально-бытовые, да, услуги, вы можете мини-цеха открывать, производство, да, то есть в любом случае это будет зависеть от того, ну, что вы хотите, да, то есть какой вид деятельности вам ближе, да, и, соответственно, все, конечно же, на комиссии составляется такой упрощенный, скажем так, бизнес-план, да, и по бизнес-плану вы уже на комиссии рассматриваете, да, данную программу вашу, да, ваш бизнес-план. И, соответственно, конечно, комиссионно принимается решение. В основном, ну, по практике, да, получается, это услуги населению. Услуги населению. Скажите, пожалуйста, вот по этим 4 категориям, сколько человек получили в 2021 году, всего сколько соцконтрактов заключено и по направлениям, да? Я уже говорила, да, что, значит, по социальным контрактам в 2021 году у нас более 5000 человек получили данную помощь. По поиску работы у нас 381 человек получил, да, в прошлом году. Насколько я помню, по индивидуальной предпринимательской деятельности там более 900, да, чуть меньше по ЛПХ и, соответственно, более 3000 получили по иным мероприятиям на преодоление трудной жизненной ситуации. Так. Доход у меня низкий, какие еще есть выплаты от государства? Значит, что хочу сказать, да, конечно, меры социальной поддержки значительные, да, то есть их виды мер соцподдержки государственной социальной помощи различные, да, и здесь все-таки зависит от того, какая именно у вас индивидуальная ситуация, да, то есть в связи с чем у вас доход низкий, да, может быть сама оплата труда низкая, либо вы сейчас зарегистрированы в качестве безработного, да, либо у вас многодетная семья, да, и, соответственно, среднедушевой денежный доход ниже величины прожиточного минимума. Здесь все-таки необходимо более конкретно, да, дополнительные все-таки услышать вашу информацию, в какой именно ситуации вы сейчас находитесь. Поэтому, если требуется, тоже, пожалуйста, обратитесь в директ, и мы с вами уже обсудим конкретно вашу ситуацию. Так. Сейчас у нас здесь еще, да, ВКонтакте поступают вопросы. Сейчас я зачитаю. В Якутске такие программы работают. Да, у нас работает, значит, социальный контракт, он предоставляется по всей территории Республики Саха-Якутия, да, то есть обязательно нужно быть жителем Республики Саха-Якутия, быть зарегистрированным на территории, да, и, соответственно, в Якутске, естественно,
данная программа, конечно, действует. Да? И если вы хотите обратиться за такой помощью, то, соответственно, необходимо обратиться в округ, либо в Управление социальной защиты населения города Якутска. На что можно потратить соцконтракт для малоимущих? Сказали, примут заявление, если необходимая помощь, в других случаях надо ждать. Так, ну на что потратить, да, получается? Конечно, все расходы в зависимости, опять же, по направлению, да, например, это ЛПХ, да, ведение личного подсобного хозяйства или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, зависит от того, какой конкретно вид деятельности, чем конкретно вы хотите заниматься, планируете, да, при предоставлении социального контракта. И, соответственно, от этого зависят, конечно, и ваши расходы. Да? То есть это основные средства, оборудование необходимое, да, для осуществления этого вида деятельности. Возможно, какое-то программное обеспечение необходимо, если это отвечает цели деятельности. Да? Лицензию, возможно, нужно получить, если это пассажироперевозки, к примеру. Да? Поэтому в данном случае, конечно, именно расходы по тем направлениям, по которым вы хотите реализовывать этот социальный контракт, да, они будут уже конкретно прописаны в тех планах, которые вы будете предоставлять на комиссию, и в дальнейшем в программах социальной адаптации. Конечно, нужно будет потом по этим расходам отчитаться. Да, это обычная отчетная документация по вашим расходам. Так. На улучшение жилищных условий можно ли получить социальный контракт? И размер выплаты, пожалуйста, а также для ТСЖ в этом году сколько будет для граждан? Для ТЖС, наверное, скорее всего, да? Так, я так думаю, что вы все-таки спрашиваете больше про сейчас социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации. Здесь, конечно, совсем другие, да, условия. То есть здесь, конечно, не требуется введение конкретно вида деятельности, прямо конкретного, да, но тем не менее здесь на преодоление трудной жизненной ситуации именно на приобретение товаров первой необходимости, да, то есть это одежда, необходимые продукты питания, обувь, это товары, например, для детей, для того, чтобы они посещали общеобразовательные, дошкольные учреждения. Соответственно, на ремонт печи, на ремонт электропроводки, да, может быть, затрачены эти средства могут быть. Но, тем не менее, в программе социальной адаптации, опять же, да, требуется предусмотреть мероприятия не только такого плана, то есть расходы конкретные, да, на товары и услуги, а могут быть также мероприятия также по обучению, прохождению, например, да, по дальнейшему трудоустройству, по постановке на учет в центре занятости в качестве безработного. Могут быть предусмотрены мероприятия по психологической помощи, да, различные консультации различных органов. Целью данных иных мероприятий должен быть выход из трудной жизненной ситуации. Как я уже говорила, он предоставляется, получается, до 3 месяцев для, граждан, которые одинокие, малоимущие граждане, одиноко проживающие, и до 6 месяцев для граждан, которые имеют в своем составе в семье несовершеннолетних детей. Поэтому это тоже зависит от вашей конкретной ситуации, да, от тех мероприятий, которые будут предусмотрены и комиссионно будут, да, рассмотрены и включены в программу социальной адаптации. Вот я еще раз повторяю, что такой единой таблетки, да, не существует, конечно же, по преодолению трудной жизненной ситуации. Поэтому каждая ситуация индивидуальна и требует индивидуальных мероприятий, подбора индивидуальных мероприятий для того, чтобы преодолеть данную трудную жизненную ситуацию. Так, да, и нужно было ответить по, размерам, да. Получается, у нас размеры по иным мероприятиям, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, зависит, как я уже говорила, да, от величины прожиточного минимума. Он у нас варьируется по зонам.
Первая зона — это в основном северные арктические, да, районы Республики Саха-Якутия. У нас 24 369 рублей. И по второй зоне 20, это другие все остальные, да, районы, плюс город Якутск, 20 411 рублей. И, как я уже говорила, уже зависит от того, насколько, на какой срок предусмотрен данный социальный контракт. До 3 месяцев и до 6 месяцев. То есть примут заявление в исключительных случаях. Исключительный случай — это какой? Так, не очень поняла вопрос, честно говоря. Но что значит в исключительных случаях? Заявление принимается в любом случае, да, то есть при обращении гражданина в администрацию, да, района, либо наслега, в управление социальной защиты по месту жительства. И оно должно обязательно быть принято, а далее уже рассматривается. Да, рассматривается на соответствие по критериям, чтобы вся информация была предоставлена корректная, да, достоверная. Ну и, соответственно, далее уже выносится на рассмотрение комиссии, которую, значит, на муниципальном уровне. Если человек фактически работает, может ли он составить социальный контракт? Значит, если человек работает, да, я еще раз говорила, да, о том, что, повторюсь тогда еще раз, да, что критерии, то есть это адресная помощь, соответственно, предоставляется малоимущим гражданам, да, малоимущим семьям, либо малоимущим одиноко проживающим гражданам, то есть доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Республики Саха-Якутия. Ну и, соответственно, получается, что если человек работает, ну, его заработная плата, да, допустим, с учетом, опять же, членов семьи, ниже прожиточного минимума, то данный гражданин может претендовать на данную помощь. Так, ну, переведу, наверное, да, вопрос. Получается, если самозанятый, да, гражданин, и, соответственно, сейчас, да, я так понимаю, сейчас уже состоит на учете как в качестве самозанятого и хочет открыть, получается, вернее, получить социальный контракт на малый бизнес. Да, здесь вот есть такой момент. То есть при подаче заявления в Управление социальной защиты за год до подачи, да, до момента, до даты подачи заявления, да, в течение года, получается, предыдущего, гражданин, заявитель, да, не должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого либо в качестве индивидуального предпринимателя. То есть проверяется, да, значит, состоит он в едином, да, реестре индивидуальных предпринимателей или в едином реестре юридических лиц, да. То есть это, конечно, будет причиной для отклонения заявления, то есть в течение 1 года. Потому что получается, когда вы заявляетесь на социальный контракт, и, соответственно, одним из требований также является постановка на учет, да, в качестве самозанятого, и это можно сделать, ну, даже уже ближе к концу, да, окончания социального контракта, когда уже у вас понятно, что работа ведется, да, соответственно, вы видите, что все мероприятия выполняются, и, соответственно, уже спокойно становитесь на учет либо в качестве самозанятого, либо в качестве индивидуального предпринимателя. Здесь, кстати, есть один момент уже, отличие, скажем так, да, то есть если индивидуальный предприниматель может, да, потом в дальнейшем нанимать работников по договору, то самозанятый он должен предоставлять лично, да, лично услуги, либо сам, да, значит, производством заниматься. Соответственно, он не может нанимать работников. Так. Второй вопрос. Кому обращаться за консультацией по пособиям на детей до 1,5 лет безработным? Так, ну у нас сегодня, да, тема по социальным контрактам конкретно, да, очень много вопросов здесь поступило.
Мы, наверное, постараемся, конечно, сейчас в установленное время на все ответить. Поэтому именно по пособиям, да, по, значит, многодетным семьям, да, прошу мне написать, да, в Инстаграм, который я уже, да, озвучила, либо на Инстаграм Минтруд, нашего Минтруда, да, Республики Саха-Якутия, Минтруд Саха. Здравствуйте, сохранится ли запись? Запись, да, сохраним обязательно и разместим в нашем Инстаграме тоже, для того, чтобы можно было просмотреть. Так, после выхода из самозанятого надо ждать 1 год, чтобы получить соцконтракт для малого бизнеса. Ну, что значит ждать, да? Получается, если вы уже зарегистрированы, допустим, да, в качестве самозанятого, либо ведете уже предпринимательскую деятельность в течение меньше, чем год, да, соответственно, все-таки в данном случае вы уже, да, приняли решение, да, по ведению данной деятельности. И, соответственно, в течение года вы уже работаете. И в случае, если ну, определенные, конечно, объективные причины имеются, да, в том числе, например, вот как у нас пандемия сегодня, да, достаточно сложно, да, субъектам малого и среднего предпринимательства приходится, поэтому по истечению года, да, в принципе, вы можете по снятию, да, и с учета дополнительно уже обратиться в комиссию, да, и, соответственно, подать свое заявление. Угу. Так. Право на указанную... здесь коллеги помогают отвечать. Спасибо большое, коллеги, да. Поэтому эти вопросы, на которые ответы поступили, я уже озвучивать не буду. Добрый вечер, спасибо, что вышли в эфир. Сейчас какой размер прожиточного минимума, да? Я вот по размерам прожиточного минимума озвучила, когда говорила про выплаты на преодоление трудной жизненной ситуации, да. Но еще раз тогда озвучу по зонам конкретно, да. Получается, в целом по республике для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 20 828 рублей, для пенсионеров 16 433 рубля, для детей 19 854 рубля и на душу населения 19 108 рублей. И по первой зоне, тогда уже сразу по среднедушевому, да, на душу населения по первой зоне, как я уже говорила, это в основном арктические и северные районы. Величина прожиточного минимума составляет 22 356 рублей. И по второй зоне, это у нас все остальные районы, город Якутск, 18 726 рублей. По трудоспособному населению, это как раз-таки нужно для того, чтобы определять размер по поиску работы, да, там все по поиску работы определяется исходя из размера величины прожиточного минимума на трудоспособное население. По первой зоне 24 369 рублей и по второй зоне 20 411 рублей. Составляет величина прожиточного минимума на 2022 год. Мечтаю открыть свое дело, нужны деньги, на какую сумму рассчитывать через социальный контракт. Это очень хорошо, что вы мечтаете открыть свое дело. Если вы, получается, подходите, да, под категорию малоимущий гражданин, либо малоимущая семья, соответственно, вы можете обратиться в управление социальной защиты, да, либо в администрацию с заявлением. Это, ну, получается, какие первые шаги, да, нужно сделать и на какую сумму вы можете рассчитывать через соцконтракт. Если вы открываете свое дело, это значит на индивидуальную предпринимательскую деятельность, да, скорее всего, и вы можете рассчитывать на сумму до 250 тысяч рублей плюс обучение до 30 тысяч рублей. Проживаю в Якутске, хочу получить помощь на иные мероприятия в связи с трудной жизненной ситуацией, что я должен буду выполнить.
Так, ну первое, да, во-первых, конечно, вы должны обратиться, да, за этой помощью на иные мероприятия в связи с трудной жизненной ситуацией, да. Здесь в данном случае, да, Управление социальной защиты совместно с администрацией, значит, Наслега либо района, да, будут рассматривать конкретную вашу ситуацию, да. Значит, будет проведен осмотр, да, допустим, жилого помещения вашего, будут, значит, рассмотрены ваши доходы, то есть какая конкретно трудная жизненная ситуация у вас, да, и что вы должны будете выполнить. Соответственно, конечно, это опять же составление программы социальной адаптации, да. Значит, будут определенные мероприятия предусмотрены, которые нужно будет в дальнейшем выполнить. Соответственно, эти мероприятия, они должны быть направлены на преодоление вашей конкретной трудной жизненной ситуации. То есть, если, например, она связана, да, с тем, что у вас, например, сейчас доходов нет, да, вообще, то, соответственно, вам, конечно, будет предоставлена данная выплата, но, тем не менее, да, вы должны будете как минимум стать на учет в качестве безработного в центре занятости, в службе занятости, чтобы в дальнейшем трудоустроиться. Кроме того, еще у нас, в принципе, рассматриваются тоже такие случаи, как, например, при подаче, да, на преодоление трудной жизненной ситуации комиссия, рассмотрев уже, да, эту саму ситуацию, поняв, что все-таки вопрос, там, допустим, в отсутствии доходов, да, то может быть представлен соцконтракт по другому направлению, например, на поиск работы, да, или на, допустим, ту же индивидуальную предпринимательскую деятельность. И, соответственно, уже, соответственно, принимаются все мероприятия для того, чтобы человек имел постоянный доход. Так, коллеги тут помогают отвечать дальше. Спасибо, благодарю. Я, например, не хочу открывать ИП, так можно без открытия. К сожалению, просто получить выплату и не вести индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем более если вы подавались конкретно на индивидуальную предпринимательскую деятельность, нельзя. То есть это будет уже оценено как нарушение условий, да, предоставления социального контракта. Это уже будет, повлечет за собой расторжение социального контракта. И, соответственно, необходимо будет вернуть эти средства в бюджет. Поэтому, если вы конкретно, значит, планируете заниматься, да, собственным делом, то в условия, да, обязательно входит именно регистрация, постановка на учет в качестве индивидуального предпринимателя либо самозанятого. Так, Альбина Владимировна, министерство проводит обучение по соцконтракту, а то так сейчас не очень поняла. Так, ну, обучение, оно предусматривается в направлениях, да, в наших по поиску работы, по, значит, индивидуальной предпринимательской деятельности и по ведению личного подсобного хозяйства. Не министерство проводит, да, у нас оператором является Центр опережающей подготовки Республики Саха-Якутия. Данный вопрос у нас также, значит, подключен, да, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия по межведомственному приказу, по межведомственному взаимодействию. И, соответственно, обучение, оно проводится конкретными учреждениями, организациями, которые осуществляют деятельность по обучению, по профессиональному обучению или переподготовке, имеющими обязательно лицензию. Поэтому в данном случае, если, например, это поиск работы, да, то, соответственно, в зависимости от того рабочего места, на которое вы будете трудоустраиваться, подбирается программа, да, совместно с Центром занятости, совместно с ЦОПП, Центр опережающей профессиональной подготовки в Республике Саха-Якутия. Если это индивидуальная предпринимательская деятельность или личное подсобное хозяйство, то тоже оператором, как я уже сказала, у нас является Центр опережающей профессиональной подготовки. Да, у них есть прям сайт, да, отдельная вкладка по социальному контракту, где можно посмотреть,
по какому направлению вам необходимо обучаться. Нужно туда подать заявку, и в рамках нашего, получается, программы социальной адаптации, мероприятий предусмотренных, да, при предоставлении социального контракта, вы обучаетесь по тому направлению, которое вам необходимо. При заключении социального контракта на ИП обязательно ли быть зарегистрированным? Наоборот, когда вы заключаете, только, да, подаетесь и заключаете социальный контракт, вы не должны в течение года до дня, вернее, да, подачи заявления состоять на учете в налоговой, да, в качестве индивидуального предпринимателя, в качестве там, юридического любого лица, в качестве самозанятого. Поэтому в данном случае, если вы не состоите, да, то, соответственно, вы можете подать это заявление. Ну, конечно, там есть еще определенные критерии, да, в части вашего дохода, поэтому здесь нужно будет уже рассматривать ваши документы, ваши сведения. Я безработный, ищу работу. На какой срок заключается соцконтракт для поиска работы? По поиску работы максимально до 9 месяцев. До 9 месяцев может быть заключен социальный контракт. То есть до 3 месяцев, да, вы можете проходить обучение. Соответственно, далее до 3 месяцев вы можете проходить стажировку. И, соответственно, после трудоустройства еще 3 месяца вы можете получать величину прожиточного минимума на трудоспособного, да, в размере 1 величины прожиточного минимума в течение 3 месяцев, да, в дальнейшем. То есть по порядку, да, еще раз, получается 3 месяца на обучение, до 3 месяцев вам, значит, стоимость возмещается до 30 тысяч рублей на обучение. По стажировке компенсируются расходы на заработную плату работодателю, да, тоже до 3 месяцев в размере минимального размера оплаты труда в республике с учетом районного коэффициента северной надбавки страховых взносов. И далее уже после трудоустройства гражданин, получатель социального контракта, еще может получать величину прожиточного минимума в течение 3 месяцев. Так. На какой срок заключается социальный контракт на ИП? На индивидуальную предпринимательскую деятельность социальный контракт заключается до 1 года, в течение года. То есть 1 год действует социальный контракт на индивидуальную предпринимательскую деятельность, и далее, еще после окончания социального контракта в течение 1 года, проводится ежемесячный мониторинг Управлением социальной защиты населения. И следует отметить еще, да, что в случае предоставления социального контракта, ну, особенно на индивидуальную предпринимательскую деятельность, на ведение личного подсобного хозяйства, значит, успешный опыт, он тиражируется, да, и, значит, также его могут, в принципе, да, предоставлять средства массовой информации в наших социальных пабликах, да, соответственно, человек, он, получается, делится своим успешным опытом с другими гражданами, да, которые являются либо получателями социального контракта, либо планируют заключить социальный контракт. Поэтому в данном случае вот данное направление очень даже такое у нас эффективное. Альбина Владимировна, какие размеры выплат на поиск работы? На поиск работы, да, зависит размер выплат от величины прожиточного минимума, да, на трудоспособного населения. То есть вот я говорила, да, о том, что у нас в целом по республике Саха-Якутия для трудоспособного населения 20 828 рублей составляет, да, и еще зависит от, получается, тех районов, в которых вы проживаете, да, тоже 24 369 рублей по первой зоне и по второй зоне 20 411 рублей. Это, значит, при заключении социального контракта в первый же месяц, да, вам предоставляется вот в размере выплата в размере величины прожиточного минимума.
Далее, значит, когда вы обучаетесь, да, вам предоставляется, допустим, если вы учитесь 3 месяца, то половина величины прожиточного минимума. Ну, можно ее называть как стипендия, да, то есть во время обучения предоставляется выплата половина прожиточного минимума. Далее, при прохождении стажировки минимальный размер оплаты труда предоставляется. Он у нас в 2022 году с учетом районных коэффициентов 1,7 составляет 34 725 рублей, с районным коэффициентом 2,0 38 892 рубля. МРОТ, он, получается, компенсируется, да, работодателю с учетом еще и страховых взносов. И далее, после уже заключения социального контракта, еще предоставляется один размер величины прожиточного минимума трудоспособного населения в течение 3 месяцев. Это как бы не обязательно условие, то есть не обязательно все 9 месяцев проходить, да, социальный контракт, можно и без стажировки, можно и без обучения, переобучения. Главное, чтобы вы трудоустроились, да, то есть по поиску работы результат, да, социального контракта – это трудоустройство, заключение трудового договора с работодателем. Очень тихо звук. Так, постараюсь говорить громче. Здравствуйте, могу ли я пройти стажировку у индивидуального предпринимателя? Да, вы можете, безусловно, пройти стажировку у индивидуального предпринимателя, так как он является работодателем. Да? То есть в случае, если он, работодатель, индивидуальный предприниматель, планирует вас взять на работу, соответственно, вы, конечно же, можете пройти стажировку. И как раз-таки для индивидуальных предпринимателей, для субъектов малого и среднего бизнеса это очень хорошая программа по подбору, да, значит, своих кадров. То есть они могут, да, взять сначала на стажировку, получается, да, и получить компенсацию из бюджета на заработную плату данного гражданина, по которой, значит, реализовывать социальный контракт. Так, преодоление ТЖС. Могу ли я потратить на мебель для ребенка, кровать, коляску? Здесь, да, тоже зависит от вашей конкретной ситуации, да, и, соответственно, что необходимо, да, по выходу для трудной жизненной ситуации. В данном случае вот те, значит, товары, которые вы перечислили, они могут быть. Так, коллеги, ой, извиняюсь, значит, слушатели, зрители, да, нашего прямого эфира. Здесь, конечно, поступают вопросы еще, да, не по социальному контракту, да, например, вот по льготному проезду для детей-инвалидов на общественном транспорте. Все эти вопросы, да, давайте так, да, получается, мы проанализируем все вопросы, которые поступили, и дадим вам ответы в директ. Хорошо? Потому что как раз-таки по данным вопросам я, конечно, сейчас в связи с тем, что тема, да, социальный контракт, да, хочу все-таки на все вопросы ответить касаемо этой темы, поэтому обязательно дам вам ответ. Хорошо? Так, ну вот спрашивают по размеру прожиточного минимума еще раз, да. Так, ну по величине прожиточного минимума, в принципе, у нас, значит, постановлением правительства республики утверждено от 15 сентября 2021 года в редакции от 13 декабря 2021 года, да, и, соответственно, данный документ в доступе, да, и вы можете эти размеры там в этом постановлении увидеть. Так. Ну, здесь вроде бы исчерпала, да, уже все вопросы закончились по социальным контрактам. Сейчас еще раз прокручу. По улучшению жилищных условий и ТСЖ, ТЖС, видимо, да, пожалуйста, прокомментируйте.
Я на такой вопрос ответила, да, уже, что получается по конкретной трудной жизненной ситуации определенный перечень, да, товаров и услуг, они предусматриваются в программе социальной адаптации. У нас как раз сейчас порядок, он совершенствуется, да, совершенствуется, и, соответственно, конкретный перечень, примерный перечень, он будет указан. По ремонту, да, по ремонту у нас есть такие мероприятия, как по ремонту печи, по ремонту электропроводки, то есть такие необходимые мероприятия, которые необходимо, да, провести, допустим, в жилье. Если это касается, например, каких-то других, допустим, видов, да, ремонта жилья, здесь, конечно, нужно смотреть по ситуации. Так. Ну вот спрашиваю также, да, по самозанятым, опять же, да, то есть необходимо ли быть зарегистрированным. Получается, по самозанятым, да, требование такое есть, но уже то есть после того, как вы заключили социальный контракт. Заключили социальный контракт, соответственно, такое требование имеется по регистрации, да, по постановке на учет в налоговом органе, либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве самозанятого. Это также в том числе, да, направлено мероприятие на легализацию, да, трудовых отношений, на снижение неформальной занятости. Поэтому, конечно, такие мероприятия обязательно будут присутствовать при предоставлении социального контракта, так как это касается в дальнейшем постоянной занятости, повышения доходов, да, и все это в итоге направлено на повышение уровня и качества жизни населения нашей республики. Так, ну в целом, да, по данной тематике у нас вопросы исчерпаны. Поэтому благодарю за внимание наших слушателей, зрителей. Благодарю за заданные вопросы. Социальный контракт действительно очень такое эффективное мероприятие. И если необходимо, да, получить определенную консультацию, то прошу обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, да. Также наши сотрудники в Директ, в Инстаграм Минтруда, да, конкретно на мой Инстаграм Альбина Трубина Минтруд, пожалуйста, обращайтесь за вопросами, мы будем стараться отвечать на все вопросы максимально оперативно. Спасибо, до свидания.